Нам известно, что Министерство иностранных дел, в частности ее глава, давно предпринимал попытки как-то ограничить свободу деятельности неправительственного сектора, ограничить деятельность международных организаций, которые присутствуют в Абхазии, агентств ООН. И мы слышали о том, что есть предложение такой инициативы, которая исходила со стороны МИДа. И затем уже во время встречи с представителями международных организаций сам министр иностранных дел озвучил, что готовится указ президента. Мы, конечно, ждали, что он будет затрагивать деятельность международных организаций, агентств ООН, но оказалось, что он затрагивает именно нас. Мы не зря как-то относились к словам министра иностранных дел, когда он упоминал неправительственные организации. Нам всегда казалось, что это касается в первую очередь нас, поскольку он упоминает термин неправительственные организации очень часто. И в последнее время только он стал говорить о международных неправительственных организациях. Понятно, что это такая уловка, что во всех случаях, скорее всего, в большей степени он имеет в виду нас. И мы всегда понимали его какую-то заинтересованность в том, чтобы поставить под какой-то чрезмерный контроль деятельность неправительственных организаций, потому что такая инициатива не исходит больше ни от одного другого государственного органа, а в принципе все они понимают нашу деятельность, мы регулярно отчитываемся, вопросов каких-то дополнительных со стороны других структур в наш адрес не было. Но у министра, по всей видимости, какие-то свои цели, какие-то свои планы. И вот эти инициативы, они так или иначе почему-то очень совпадают часто с такими вбросами, направленными против НПО, которые возникают в соцсетях, в телеграм-каналах. Такие вот резкие движения главы МИДа всегда сопровождаются определенными вбросами со стороны каких-то анонимных каналов, в которых извечно полоскается тема НПО. Эти вещи, как мне кажется, они связаны, и мы действительно их связываем. Мне кажется, что это не случайное совпадение. И как раз вот выступлению министра иностранных дел предшествовал очередной такой грубо состряпанный вброс. И затем появилось вот это заявление, и затем уже на этой неделе появился этот указ. А что можно сказать о самом указе президента? В чем его суть? Указ очень странный, удивительный, выходящий за рамки полномочий тех органов, которые его инициировали, которые его приняли. Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента, у него просто нет таких полномочий, чтобы регламентировать. Это все должно быть урегулировано на законодательном уровне. Получается, что опосредованно информацию о деятельности местных неправительственных организаций будет собирать зачем-то МИД. Зачем это МИДу с точки зрения бюрократической логики, законной, совершенно непонятно. По всей видимости, какие-то другие понятные, наверное, министру иностранных дел интересы. Это серьезное нарушение, с моей точки зрения, компетенции этих органов. Планируете ли вы что-то противопоставить этому нарушению? Что именно? Я думаю, что будем реагировать, мы будем разъяснять, указывать на то, что есть рамки полномочий органов государственной власти. Мы действуем абсолютно в законодательном поле. У нас есть законодательство, которое регламентирует нашу деятельность. Это законодательство о некоммерческих организациях, это законодательство о общественных объединениях. Да, и есть Конституция, конечно же. Понимаете, какую систему создает этот указ? То есть мы должны будем повышать частотность своей отчетности перед нашими партнерами иностранными для того, чтобы они, в свою очередь, передавали эту информацию МИДу. Да? Зачем это делать? И зачем МИДу отчеты местных неправительственных организаций? В конце каждого календарного года мы отправляем соответствующие отчеты о нашей деятельности в Министерство иностранных дел. Мне кажется, что МИД думает, что вот этот вот посредник в виде международного партнера, он как-то вписывает механизм контроля в полномочия Министерства иностранных дел. Но это совершенно не так, потому что мы фактически вынуждены будем отчитываться теперь перед МИДом. Это совершенно неправильно, это совершенно ненормально с точки зрения законности ситуации. Я думаю, что мы, конечно, внутри будем еще обсуждать, каким образом и как мы будем реагировать, и как формулировать свою позицию, но мы это обязательно сделаем.